Куда идти бездомным? Как Петр I помог нуждающимся и когда православная церковь отмечает свой день рождения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Дорога к храму». 8 июня отмечается День социального работника. День выбран не случайно. Именно 8 июня в 1701 году Петром I принимается указ, положивший начало созданию государственной системы социальной защиты. Первый российский император устанавливал, что по регламенту на 10 слабых людей должен приходиться один здоровый человек. Он просто обязан помогать больным и немощным, оказывая им всяческую моральную и физическую поддержку. В России помощь нуждающимся традиционно осуществляет православная церковь и благотворительные общественные организации, незаметно и без помпы, изо дня в день, не оглядываясь на календарные праздники. Так, на территории прихода Крестовоздвиженского храма с 2001 года работает Центр помощи бездомным во имя праведного Иоанна Кронштадтского. Приют представляет возможность проживания всем людям вне зависимости от вероисповедания. Столь тяжелую ношу социального служения взял на себя настоятель Крестовоздвиженского храма отец Роман. В наш приют люди поступают различными путями. Прежде всего, это граждане просят о том, что мы смогли приютили тех или иных людей, которых они в поле зрения попали. Это больницы, заведующие отделением, звонят нам тоже и просят взять на постой больных. Буквально перед пандемией нам звонили из одной больницы, и нам привезли 4 больных бездомных, которые до сих пор у нас здесь живут и получают помощь. Звонят также из мест лишения свободы. Кто-то, например, выпускается на свободу, но не способен продвигаться и прочее. Звонят родственники, которые, например, тоже не могут иметь возможность ухаживать за своими, сами приходят люди. Мы берем всех, за исключением, конечно, тех, у кого есть признаки туберкулеза, и это все идентифицируется посредством обследования их, сразу же в первый же день. В период карантина, введенного главой Республики Башкортостан на территории социальных учреждений, наш приют прекратил прием новых бездомных, потому что среди наших постояльцев 80% это больные люди, инвалиды, калеки с хроническими заболеваниями тяжелыми. Поэтому им категорически нельзя простужаться, и тем более заражаться новым вирусом. Здесь везде на всех воротах висят объявления о том, что введенном положении и о том, что прием новых насельников прекращен. Однако это не означает, что живущие здесь люди лишены права свободного перемещения. Все, кто желает, тот может свободно покинуть территорию приюта, но уже до окончания периода карантина. Жилые помещения приюта располагаются в 3 приходских помещениях. Это полноценное общежитие с телевизором, вентиляцией и даже бактерицидными лампами. Питаются жильцы в трапезной, а в комнате есть все условия для чаепития. У нас здесь 4 брата, которые привезли из 8-й больницы перед, как раз после начала пандемии. У них ампутация ног, этих двоих. Как братья здесь вы довольны житием-бытием? Никакой проблемы? И уходить не хотят. Так здесь никакой, говорит, мы в интернате поедем, мы здесь останемся. Тоже брат после инсульта лежит в основном, говорит плохо. Сергей у нас Гривин, иностранец из Узбекистана. Слава богу, он такой активный очень, наш огородник. Тагир. Сейчас, слава богу, оформили СНИЛС и сможем его в паллиативное отделение положить под надзор врачей. Потому что иначе приходится 2 раза в неделю скорую вызывать. В
В приходском приюте всем одиноким мужчинам предоставляются постельное белье, нижнее белье, туалетные принадлежности, одежда, обувь и медикаменты. При отсутствии документов у вновь прибывших приход берет на себя заботу и расходы по оформлению нового паспорта и регистрации проживающих в приюте. Документы поступающихся хранятся у администрации. Но в любой момент, если обитатель решил покинуть стены приюта, ему они возвращаются. Никого здесь насильно не держат. Все денежные средства и карточки находятся в распоряжении их владельца. Я уже здесь давно нахожусь. Но у меня волей судьбы так оказался Божьим промыслом, так скажем. Это еще 2001 года. Но я уезжал, во многих городах был. Но все-таки Господь сюда возвращает опять. Так получилось, что я оказался опять здесь. Ну, поскитался много очень по стороне. Ну, я так-то сварщиком работал. Но у меня по болезни, по немощи, как бы я сейчас уже мне запретили, сказали, нельзя, что, ну, и дворником был. Ну, что могу, то делаю, так скажем. Спасибо всему храму Божьему, всем людям, братьям, сестрам, которые здесь находятся, что меня Господь свел с ними. За прошлый год Центром помощи бездомным была оказана помощь 84 нуждающимся. При этом надо отметить, что ни одно государственное учреждение, по крайней мере в Республике Башкортостан, не предоставляет социальные услуги бездомным в таком объеме, на условиях бесплатности и бессрочно. Наш приют при Центре помощи бездомным во имя Праведника Кронштадтского при Крестовожденском храме города Уфы, конечно, уникален. В каком отношении? В том, что здесь люди принимаются, во-первых, больные, и наш приют совмещает все функции хосписа, и даже паллиативную помощь здесь мы как бы фактически оказываем. Это же и интернат. Для кого-то становится просто ночлежкой, который пришел, 2 дня переночевал и ушел. Уникальность приюта в чем? Ну, во-первых, в этом. Во-вторых, то, что они живут здесь круглосуточно. Никто их на день, так сказать, не удаляет. Приют – это не ночлежка. Что здесь оказывается по 3-разовое питание, бесплатное. И, конечно, что здесь полностью бесплатное проживание. Никакой платы с бездомных не взимается. И еще то, что в нашем приюте люди имеют возможность жить бессрочно. Ну, как в неком интернате. Это обусловлено чем? Тем, что они больны, и у кого-то нет даже документов по той причине, что они являются гражданами Украины, например, или Узбекистана. И оформление документов просто для нас серьезная проблема. Часто это вопрос нерешаемый. Ну или человек-инвалид, например, да, и он нет родственников, и он здесь вынужден жить до последних дней. Именно такого приюта, оказывающий при этом полный комплект социальных услуг, нет не только в Башкортостане, но и их мало вообще в России. Здесь никогда никому не отказывают и не ограничивают по срокам проживания, как это делают в государственных приютах. Это пример истинно христианского милосердия и бескорыстной заботы о ближних. Во враге жил. Должен сказать спасибо даже, очень даже спасибо. Даже как помогли, да, здорово даже. Заболел, да. Забрали хорошо, спасибо большое. Спасли от смерти. А то я умер бы там, грыжи были, грыжи. Палец пропадает, много пропадает. Анатолий Сидоров к нам пришел в декабре 2018 года. По звонку соседей, где он жил, на теплотрассе около телецентра, мы, водителя послали, и он его забрал. Привезли, он был болящий, и мы его лечили. Он у нас прожил до весны, где-то в августе 2019 года, почуяв весну и тепло, и собрался, опять шел на теплотрассу, потому что зов природно, не знаю, зовет его.
Пробыл он, опять же, там до августа, до 5 августа, и приехал к нам, да, опять же, водитель его привез, потому что начались холода, и у него начались серьезные по болезни проблем по здоровью. Мы сделали, значит, с декабря 2019 года по апрель 2020 года 4 операции ему были сделаны. Паховая грыжа была удалена, была, значит, грыжа в районе как бы желудка с перитонитом была. Потом сделали ему поставили кардиостимулятор, в кардиологии он лежал. Вот, его пролечили. Сейчас он наблюдается у врачей. Вот сейчас собираюсь его везти, и дальнейшее как бы лечение продолжается, потому что здоровье у него, ну, подорвано как бы образом жизни таким. Уходил он в апреле, ушел он со своими документами, оставил расписку о том, что получил на руки все документы. И пришел в августе уже без документов. Кто у него забрал, куда он их делал, он ничего не помнит. Память слабая, даже иной раз то, что происходило 5 минут назад, он тоже вспоминает с трудом. Вот. Ну, а так он тихий, спокойный, никому не досаждает, чем может, помогает. Живет тихонечко у нас. Единственное, когда вот как бы теплое время наступает, хочется всем куда-то бежать, как и всем. Здесь мы никого не держим, у нас абсолютно свободно. Человек захотел, пришел, пролечился, документы сделали, восстановили и ушел. Приют – это не просто крыша над головой и горячая пища каждый день. Приют – это духовная поддержка и внимание к человеку, от которого отвернулось общество. Проживал здесь полгода, попал в жизненную ситуацию, как бы сложную, без документов остался в Уфе. В декабре месяце вот меня храм приютил, батюшка приютил, благословил на проживание. Полгода пожил, восстановился, документы сделал, привезли. С больницей тоже помогли. Дай Бог здоровья людям всем, которым помогают. Сестры милосердия, батюшки. Ну, очень приятно, когда заботятся вот так вот люди и действительно дают кровь, хлеб, ну, правда, дай Бог им всем здоровья. Сейчас пришел так в гости поприветствовать, благословиться у батюшки. Познакомился сейчас вот в Уфе с девушкой. Собираемся, ну, венчаться. Она ислама вероисповедания. Узнать нюансы, как, чтобы она покрестилась, там, что нужно для этого, что для венчания нужно. Ну, чтобы жениться. Сам с Сургута, да, приехал, как бы. Вот без документов тут у вас остался, и поэтому так получилось, что попал в приют пожить. Ни работы, ни денег не было. Пока восстанавливался, пока неприятные жизненные ситуации были, как бы вот в приюте проживал полгода. Живу счастливо, улыбаюсь солнышку уфимскому. У нас не так тепло, как у вас. Накормить голодного, напоить жаждущего, одеть раздетого, принять странников, посетить больных, прийти к заключенным. Список не может быть полным, а перечень добрых дел, которые берут на себя социальные работники центра, окончательным. А как хотелось бы, чтобы на улице было меньше таких людей, чтобы они не только перестали ютиться под заборами, где-нибудь в кустах, во врагах, в каких-то норах, чтобы они имели возможность отойти в лучший мир, да, опекаемыми людьми, не в отчаянии, не брошенные, не одинокие, чтобы всегда был кто-то их поддержит под локоток, всю свою жизнь провел их, сопутствовал им, помогал им всей жизни. Вплоть до этого последнего шага из этой жизни в будущее. Вот если мы на самом деле как общественные силы, общество, организации и государство объединимся в этом делах милосердия, это будет самой лучшей национальной идеей, которая вот сможет объединить общество наше и исцелить, оздоровить его. Это, с одной стороны, будет признаком оздоровления нашего общества, если мы объединимся в делах милосердия, а с другой стороны, конечно, и послужит верной консолидации его. Не вокруг какой-то вообще идеи такой, да, будущего, значительно абстрактного, а вот ради дела, ради добрых дел, а именно помощи нуждающимся людям, вот, брошенным, отверженным и прочее.
В мае в Бирской епархии прошел первый дистанционный фестиваль колокольного звона «Пасхальный перезвон», который проводился по благословению епископа Бирского и Белорецкого Спиридона. Для участия в фестивале звонари присылали видеоролики с записью звона, которые оценило профессиональное жюри. Фестиваль проводился с целью привлечения внимания людей к звонарному делу, развитию данного музыкально-православного направления в культуре и выявлению талантливых звонарей епархии. В фестивале приняли участие звонари из городов Бирск, Белорецк, Сибай и село Иглино. По итогам конкурса в номинации «Авторский звон» первое место занял Иоанн Носков, звонарь Свято-Троицкого соборного храма города Белорецк. Сегодня православный народ отмечает День Святой Троицы, один из главных христианских праздников. Отмечается он в день ветхозаветного праздника Пятидесятницы, который приходился на 50-й день после Пасхи. В 10-й день по вознесении Господа Иисуса Христа, в день иудейского праздника Первой Жатвы, когда ученики и с ними Дева Мария находились в Сионской горнице, в воздухе появились яркие трепещущие языки пламени. Носясь над головами апостолов, языки огня опустились на них и опочили. Тут же вместе с внешним явлением произошло и внутреннее, совершившееся в душах. И Богоматерь, и апостолы ощутили в тот миг необыкновенную силу, действующую в них. Просто и непосредственно им был дан свыше новый благодатный дар. Они заговорили на языках, которых не знали прежде. Это было дарование, необходимое для проповеди Евангелия по всему миру. В память об этом событии праздник Пятидесятницы называется еще Днем Сошествия Святого Духа, а также Днем Святой Троицы. Говоря о нашей вере, мы в первую очередь говорим, что мы верим в одного Бога, но в трех лицах. Как это понять? Это фундаментальная основа, фундамент нашей веры. Вера в единого Бога. Как это понять? Для этого нужно знать две простые вещи. Два богословских понятия, с которыми верующий человек встречается в текстах святых отцов, а также часто достаточно встречается в молитвах. Эти два понятия звучат так – сущность и ипостась. Страшно, конечно, звучат, но разберемся. Сумма характерных признаков какого-то предмета и называется в богословии природой, или естеством, или сущностью. Если просто совсем говорить, это что? Человек, помимо того, что он мужчина или женщина, высокий или низкий, он еще личность. Тот, кто принимает решения. Тот, кто про себя может сказать «я». По-другому «кто». Такой человек «что» и «кто» одновременно. Что у нас одно на всех – это человеческая природа. Кто? Каждый из нас уникален. Святой Василий Великий говорит, что природа – что? И кто отличается тем, и личность. Природа и личность, что и кто, отличается тем, что кто – это все то, чем мы друг от друга отличаемся. Чем мы уникальны и неповторимы. Мы говорим также о том, что человек создан по образу и подобию Божию. Раз человек кто и что, значит Бог кто и что. Мы из своей природы можем некое представление о Боге составить. И здесь нужно быть аккуратными, потому что наша человеческая природа поврежденная грехопадением Адама и Евы. Итак, Бог тоже кто и что. Божественное что? Или божественная природа, которая одна единственная. Мы говорим «один Бог». Это Дух, то есть существо без плоти и крови, которое находится везде и все собой наполняет. Он весь в каждой точке пространства, и все пространство в нем. Поэтому для него не существует времени. Время – это созданная им категория для нас. Для него всегда настоящее. Теперь Бог как кто? У Бога три кто? Отец, Сын и Святой Дух. Как понять, что в одном естестве, в одной природе может быть три кто? Когда мы слышим фразу, что Бог есть любовь, если мы откроем толкование святых отцов на это место, в первую очередь там говорится о том, что Отец любит Сына и Духа, Дух любит
Отца и Сына, Сын любит Отца и Духа и так далее. То есть, когда говорится «Бог есть любовь», это отношение внутри Троицы, вот этих трех лиц Святой Троицы. Любовь божественных лиц выливается вовне в акте творения мира. Впоследствии в акте Бога воплощения, когда Сын Божий, Сын, второе лицо Святой Троицы, Сын Отца, принимает душу и тело от Божьей Матери, то есть принимает человеческую природу. Получается так, две природы у Иисуса Христа – божественная и человеческая, они не смешались, не перелились одна в другую, одна другую не поглотила и так далее. Но одна личность божественная, божественного слова, божественной премудрости, разные имена у второго лица Святой Троицы. И в День Святой Троицы мы и празднуем, что мы узнали, что Бог есть Святая Троица и что Он есть любовь. В День Святой Троицы Церковь отмечает свой день рождения. Что мы еще празднуем? Мы празднуем чистоту нашей веры. Потому что без точного знания, какой Бог, сколько нам возможно человеком это постичь, и что Бог нам открыл, а не человек другой выдумал, невозможно спасение. То есть избавление от власти дьявола, от власти греха, от власти смерти. Невозможно это. Возможно только с Богом. Но с Богом ты будешь, когда ты будешь знать, какой Бог. Нам очень важно знать нашу веру, потому что это основание всего остального, веру как вероучение. И святитель Филарет Московский так и говорит, хотя вера есть принадлежность сердца, сердцевины человека, по сути дела, состояние человека, которое всего его охватывает, но вера начинается в голове. В Ветхом Завете, скажем так, большее откровение было о Боге Отце, в пришествии Христа на землю больше откровения было о Сыне Божьем, а сейчас, скажем так, первый, что ли, импульс или действие в Церкви совершает Дух Святой. То есть все таинства совершает Дух Святой. Благодатью Святого Духа называются его божественные действия в человеке. Христиане получают эту благодать в таинствах, начиная от крещения и заканчивая причастием тела и крови Христовых. Благодать нельзя трогать, но верующие очень четко ощущают ее реальность и действие на все стороны своей жизни. Именно так и снизошел на апостолов Святой Дух в день Пятидесятницы, позволив им стать проводниками божественной благодати в мире людей. Кроме того, дары Духа могут быть совершенно разными и проявляться сверхъестественными способами с точки зрения человеческого представления о реальности. Если сказано «делает Дух Святой», значит, делает и Отец, и Сын. Если сказано «делает Отец», значит, и Сын, и Дух. И когда мы говорим о Сыне, подразумеваем и Отца, и Духа. На следующий день после Пятидесятницы отмечают так называемый Духов день. Пусть вас не смущает название праздника. Он посвящен особому прославлению Святого Духа как третьего лица Бога Троицы. Еще эту дату называют вторым днем Пятидесятницы. В Духов день можно помолиться о том, чтобы Бог послал нам благодатные дары для устроения жизни и спасения души.